Если будет запущена электронная база лекарств, пациенты не смогут назначать дополнительные лекарства помимо протокола лечения. Единая база данных также поможет в борьбе с коррупцией, контрабандой, мошенничеством, прозрачностью процессов и возможностью управлять стратегическими действиями. Эта база данных обеспечит доступность качественных, безопасных лекарств и улучшит контроль над фармацевтическим рынком. Можем отслеживать качество этих препаратов. Мне кажется, эта единая база данных, она будет убирать или вытеснять коррупционную составляющую в этой отрасли. Базой данных могут пользоваться все кыргызстанцы, фармацевтические компании, медицинские учреждения и другие заинтересованные стороны. Но, по мнению аналитиков, реализовать проект будет непросто. По словам медицинского эксперта Айбара Султангазиева, самым большим препятствием для реализации этой идеи, выдвинутой с 2016 года, являются сами врачи. Эта система позволила бы полностью отслеживать, куда израсходованы эти лекарства. А я думаю, что руководители медицинских организаций, они не очень заинтересованы. Мы же не знаем, куда они уходят, все ли доходят до пациентов, может быть, продаются вторично, да? В Минздраве сообщили, что завершен первый этап создания электронной базы данных лекарств в сотрудничестве с Турцией. Турецкая сторона также готова предложить населению мобильное приложение. Через него граждане могут проверять штрих-код лекарств, получать информацию о том, кто в какой стране, срок годности и цену. Если он не сканируется, это означает, что он незаконно ввезен. В этом случае вы можете позвонить в колл-центр и сообщить, где было приобретено лекарство. Бывший министр здравоохранения подчеркнул необходимость реформы наркополитики. Раньше, чтобы ввести электронную базу, было очень дорого. Хотели купить за 10 миллионов долларов из-за границы. Я не могу сказать точно, бесплатно купили или оплатили. 5 лет назад тогдашний министр здравоохранения Талантбек Батыралиев предложил создать единую базу данных о лекарствах, продаваемых в Кыргызстане, на примере Турции. Однако с тех пор реализации инициативы препятствует недостаток финансирования. Айджан Аманова, Сулайманов, Улугбек, Нью ТВ.